Зараз до нашого ефіру приєднується Діана Серебряник, керівниця правозахисної організації «Права і свободи громадян Туркменістану». Пані Діано, добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Пані Діано, розкажіть, як ось гуманітарна ситуація в Афганістані, взагалі ті події, які зараз там відбуваються, мають вплив на Україну і на сусідні держави? Ну, касаемо Туркменистана, если мы говорим о нашей стране, то в целом у нас на границе ситуация, в принципе, спокойная. У нас там действует подразделение, которое находится в постоянной боевой готовности. Да, оно укрепляется, но такой мобилизации всеобщей, чтобы призывали резервистов, такого пока нет. Но единственное, что, конечно, у нас ситуация осложняется тем, что очень слабый кадровый состав армии. У нас руководитель Совет Безопасности – это сын президента страны, который ничего не понимает в военном деле. Руководитель пограничного контроля Нурыев, он тоже раньше работал в Министерстве национальной безопасности и тоже не военный кадр. Министр обороны – слабый кадр. Материально-техническое оснащение армии очень слабое. То есть у нас солдаты, учитывая финансовый кризис, экономический кризис Туркменистана, просто голодают. Но отдельно у нас есть неофициальные контакты с талибанами, которые их представитель один раз в 2 месяца приезжает, встречается с министром иностранных дел страны, они договариваются финансово-дипломатически, там идут финансовые потоки, и на настоящий момент прорывов границы в Туркменистане нет. То есть большая опасность, конечно, угрожает соседним государствам. Пані Діано, почули вас. Діана Серебряник, керівниця правозахисної організації «Права і свободи громадян Туркменістану», була з нами на прямому зв'язку. Ну, а в нашій студії Тарас Семенюк.